Куда хочется любому человеку возвращаться вновь и вновь? Где можно услышать самые приятные звуки и увидеть самую красивую картинку? Наверняка многие из вас сразу подумали о детстве и оказались правы. Так что же это может быть? Солнце и пение птиц, зеленая трава и голубое небо? Не всегда. Душу каждого ребенка греют только идущие рядом родители. Что может быть лучше заливистого смеха мамы и папы? Пожалуй, ничего, даже если это пасмурный вечер и идет промозглый дождь. Мне вот запомнилось, когда мы приехали на пароходе в Якутск с маленькой деревни там, с Артанахара, и город казался таким красивым. Мне купили китайский костюм такой брючной, изумрудного цвета такой. Там еще написано было «Дружба». Я это так помню. Еще она такой с береточкой была, с помпончиком. И мама с папой такие высокие, красивые. Я маленькая же была. И шел дождь, там столько света как будто было. Площадь Ленина, она такая вот чистая была. И все это блестело. Мой папа и моя мама, они оба меня держали за руку меня. И все мы троем пели «Оттах тюммеде кускай». Это у меня осталось вот в душе, в глазах и вообще осталось вот в моей памяти. И я там самая счастливая была. Наша повседневная жизнь полностью зависит от переполняющих нас чувств и эмоций. Поистине счастливый человек, хочет он того или нет, неизбежно изливает радость на окружающих. Такой человек по-настоящему ценит и саму жизнь, и то, что в ней есть. Я была счастлива, когда я замуж вышла. Вот. Я была счастлива, когда кормила своей грудью, своим молоком. Я была счастлива, когда моя дочь замуж вышла. Я была счастлива, когда мои внуки родились. Я была счастлива, когда мы поставили Нюрнбатур на сцене Мариинского театра и на сцене Большого театра. И премьера удалась. Все счастье, вокруг счастья. Человеку мало надо. Достаточно, если позвонят дети, внуки. Достаточно улыбки коллег. Это же счастье. Когда я в школе училась, я приезжала в зимние каникулы или весенние каникулы. Специально ходила вот на балет или на оперу. С детства участвовала в художественной самодеятельности, что-то там постоянно организовывали, там октябрята, пионеры, комсомольцы. Больше вот мне нравилась вот организаторская работа. И когда в Хабаровске открылся вот факультет, отделение, то есть методист-организатор, я сразу туда поехала после школы и сразу поступила. Через 4 года закончила, приехала, поступила на работу в горисполком. Тогда горисполком был управление культуры. Потом моего начальника, очень хороший человек был, Слепцов Валентин Филаретович, начальник управления культуры был. Его назначили вновь вот открытый новый театр был в 1982 году. Открылся вот наш театр оперы и балета, ну тогда музыкальный театр. И он меня с собой взял в театр. Назначил меня начальником отдела кадров.
И потом мне показалось, что ну, для начальника отдела кадров нужно юридическое образование, и я поступила в университет заочно на юридический факультет. И через 6 лет закончила. Ну, это очень помогло мне. Потом была назначена нашим любимым директором Местниковым Гаврилом Гавриловичем, заместителем директора. И вот до сих пор работаю в этом качестве. Театр – это, конечно, это мой второй дом. Это моя жизнь, наверное. Для Маргариты Владимировны театр действительно это вся жизнь. С 1994 года она является бессменным заместителем директора Якутского государственного театра оперы и балета. Едва ли можно найти такого преданного и идейного служителя, хранителя и популяризатора культурных ценностей. Маргарита Васильева проводит многолетнюю работу по воспитанию оперно-балетного зрителя в Якутии, является наставником молодых кадров административных работников, куратором правительственных мероприятий, проводимых на сцене театра, входит в состав всех оргкомитетов Дней якутской литературы и искусства в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Китае. Объездив с гастролями полмира, Маргарита Владимировна всегда помнит свою малую родину. Несмотря на то, что родилась она в Ленском районе, все свое детство провела в Барагонском наследии Усть-Алданского улуса. Балаган наших предков сейчас стоит в музее «Дружба» Усть-Алданского улуса. Огромный якутский балаган. Этот балаган построил со своим сыном Петром Алексеевым мой прапрадед Сукурдур Митерей Алексеев Дмитрий Георгиевич. У него 4 сыновей было, и 1 дочь была Мария. Он был князьком, главой наслега был там очень долгое время, и они достаточно зажиточные были. Но в те времена, конечно, богатели трудолюбивые люди, я считаю, да. У них очень много было скота. Единственная дочь Мария, значит, замуж вышла за Бурцева, и вот сейчас Усть-Алданский улус, Чаран, все Бурцевы, значит, она там родила очень много сыновей, и Бурцевы все, значит, идут от нашей тети, да, Марии. И 4 сыновей, они все вот тоже очень много родственников, и все Алексеевы, да. Именно история своей семьи делает жизнь человека более осознанной. Зная свое прошлое, можно уверенно строить и свое будущее, ведь в постижении духа предков можно черпать и силу, и вдохновение. Для нас, родители, конечно, это святое. Для моих сестер и для меня наша мама была центром вселенной, можно сказать. Мою маму зовут Алексеева Евдокия Семеновна. Она родилась в далеком 1932 году, зимой, 30 декабря, в самые морозы. А моя бабушка, Протопопова Степанида Даниловна, родила, ну, в те времена немного рожали, но оставалось очень мало детей. Естественный отбор, конечно, был в те времена, лекарств не хватало. И из 16 детей осталось всего 3. Сестра моей мамы Аксинья Семеновна, моя мама Евдокия Семеновна и Семен Семенович, ее брат. Дядя Семен Семенович служил в Байконуре, и в молодости он очень заболел, хотя успел жениться, родить детей, но он очень рано умер от болезни. Практически он умер сразу, как вот я в 1 курсе училась, у меня зимой я на каникулы приехала, у меня бабушка умерла, ей было где-то под 90, и следующий год вот дядя Семен Семенович умер от болезни в абсолютно молодом возрасте, он очень красивый был. Вот. Но дети остались, дети есть, и мы с ними общаемся, их знаем. Моя мама при жизни
всегда вот нас знакомила, вот меня лично, да, знакомила со всеми родственниками, чтобы я как бы не теряла связь с родственниками и всегда знала, кто, чей ребенок и так далее. Она очень близка была со своими двоюродными. Мы ездили к ним. Я совсем маленькая была, я помню. Мы ездили и в Намсы ездили, Тарой-Хомустах ездили. Моя бабушка, то бишь мать моей мамы, значит, она была родом из второго Хамустаха. Ну, в то время он так не назывался, Мурчуку Намского улуса, да? Она оттуда, и у нее тоже там был брат Захар Данилович и Кылгас Нюкулай, Протопоповы. Вот. Их тоже очень много. Моя мама, ну, конечно, вот военные годы работала. Работала, как все дети войны. Где-то с 9-10 лет они все как уже взрослые были. Образование начальное только было. В Сотинцах они учились вот с сестрой. Старшая сестра болезненная была. Старшая вот Аксинья Семеновна. Она сильно там не трудилась, потому что, ну, как бы болела постоянно. Вот. А мама была такая жилистая, ее оставили работать в колхозе. И поэтому она не доучилась. Потом она с дедушкой уехала, их вот это, увезли вот это, Быков мыс, переселение, да? И с бабушкой и с дедушкой она там была. Но с бабушкой, с дедушкой со стороны вот из Намского улуса. Бабушка там была, ну, как бы начальницей, что ли, на промысле рыбы, в общем. Ну, многие там умерли, конечно, от холода, голода. Потом они приехали. Один раз она мне рассказала, да, их привезли на барже на какой-то, да, на барже, вот, Даркалах. Она там была с дедушкой. Очень темно было, и уже осень была, очень холодно было. И вот эта баржа подъезжала к Даркалаху. Она, видимо, столкнулась с другой баржей, и эта баржа потонула. И там много народу погибло, кстати. Об этом-то, ну, раньше ничего не рассказывали. И мама с дедушкой, они выжили же. Это почти как «Титаник» был. Она мне рассказывала, да, прямо образно так рассказывала, я как в кино это смотрела. И они там вышли на берег, они побежали в город. Это из ледяной воды выйди-ка и до города добежи, с Даркалаха, да. Это вообще, когда она мне такое рассказывала, это вообще, у нее на самом деле вот хорошее здоровье было. Молодую, хрупкую, но крепкую здоровьем Евдокию отправляют в Хангаласский улус помогать родственникам. Ее забрали вот родственники, двоюродный брат Василий Иванович Пухов. Наш дядя был юристом, а супруга Зоя Ивановна была педагогом, помогала им. Родились дети, и она вот, ну, в основном, видимо, за старшим сыном Иваном Васильевичем. Ну, она все время говорила, это Ванечка, Ванечка. Потом она переехала в город, работала в кондитерской фабрике. И в это время, в 1957 году, наверное, познакомилась с моим папой, Захаровым Владимиром Ильичем. Он из Ленского района, Ортунахара. Мой папа был очень красивый мужчина, полукровка. Они познакомились, влюбились и поженились. Ну вот они родили нас троих, меня, я первый ребенок, потом Роза Владимировна и Ульяна Владимировна. Вот. Нас 3 сестры. Я была, наверное, домашняя. Я была очень худая, белая и постоянно вот внутри дома копошилась. Ну там шила, там дома убиралась, там что-то мыла постоянно, посуду. Я вот, например, вот хатон, да, хлеб, ни разу не заходила. Я не умею корову доить.
И просто вот с детства у меня запах не переносила хатона. Вот странно, да? А младшая вот и корову доила, и все, Ульяна. Мгм. Роза у нас, конечно, вот с Ульяной они почти одногодки, да? Поэтому они маленькие, все время вместе. Они и кололи и дрова, и заносили лед, и, ну, когда выросли, уже стали помогать. Ага. А я внутри дома. Я немножко такая странная девочка была. Я постоянно одна убегала в лес, и там же так красиво. В лесу там сидишь, постоянно находила еще семилепестковый вот этот подснежник. И он почему-то был голубой, хотя вот у Селданском же растут желтые подснежники, а я находила вот этот цветок в одном и том же месте. Мама говорила, в любом случае будьте вместе втроем, чтобы были дружны. Вот это она постоянно твердила. И мы втроем, вот 3 сестры, ну так и выросли. В дружбе, понимании. Она этого хотела. С утра там будила нас. Девочки мои, типа, победители, вставайте. Вот так она говорила. Ну, на якутском языке, да. Кыргыттар, каярдар, да, турум. Мы все с высшим образованием, сестрами. Роза Владимировна до сих пор работает в управлении культуры в мэрии, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. И младшая сестра Ульяна у нас медик, Ульяна Владимировна, она отличник здравоохранения Российской Федерации. Это было позже, а пока девочки росли. Но так распорядилась судьба, что родители расстались. Мама с 2 дочками переехала из Ленска на свою родину, а Маргарита осталась на время с отцом. Я некоторое время жила у папы. Папа в молодом возрасте тоже умер от болезни. Вот. И, конечно, мама наша нас родила, воспитала. Ну, как воспитала? Они работали с утра до вечера, я помню. У нее еще хозяйство было дома. Утром очень рано уходила, в детском саду работала. Даже у них, по-моему, выходных не было. Потому что я помню, она меня с собой брала вот в темноту, ну, чтобы я с ней там сидела. И дети тогда вот в детском саду ночевали, и она вот в выходной день приходила, это все это стирала, все это вытаскивала, вот эти матрасы, подушки в мороз, потом обратно затаскивала, потом все это размораживается, потом утюгом это все гладила. У нее, по-моему, не было выходных. Я не знаю, когда она все успевала, просто уму непостижимо, потому что дочки особенно понимают мам, когда замуж выходят и рожают детей, и когда начинаются вот эти семейные дела, тогда уже осознаешь, уже в взрослом возрасте, сколько вот мама сделала для нас. Умела все, конечно, иначе там не выживешь. Сельские женщины умеют все. Я помню, она пекла хлеб на неделю там в этой нашей печке. Потом мы, когда маленькие были, у нас такие очень густые, длинные волосы были. Расчесывала там. Вода такая чистая была, прямо. Я помню, что у нас волосы такие прямо хрустящие становились. Каждое воскресенье это мы принимали ванну, все это заносилось, снег. Воды-то не было тоже, крана и ничего не было. Деревни-то заносила вот и лед, и снег для воды. Это все руками, она физически очень развитая была.
Она как мужчина, наверное, работала. Потом она нас там долго укладывала. Я помню, у нас такие ночные вот эти сорочки были длинные, из такой, зимой такие теплые, зимы такие холодные, лютые были, я помню. Я так все время в детстве мерзла, и я до сих пор помню ее вот руки, как она мне носки одевала, и у нее руки такие теплые были. И так приглаживала мои ноги, чтобы не мерзла я. Я такая худая, маленькая была. Потом мама замуж вышла второй раз. Вот, за Халдеева Николая Николаевича. Очень хороший человек был, такой скромный, немногословный. И когда я замуж вышла, он, по-моему, очень счастлив был, потому что мой муж ему как сын, они вместе охотились, так радовался, когда мы приезжали. Ну, особенно, когда мой муж приезжал с гостинцами там, и они сразу уезжали на охоту. У меня мама такая юморная была. Один раз они, ну, тогда вот машин не было, Иш-планета у него мотоцикл был, они поехали на охоту с зятем. Поехали, значит, ну, мы с мамой спим, естественно, ночью, они ночью уехали на охоту, утром приезжает зять один. Мама встает, и я там полудреме слышу, как она там кричит: «А где, типа, мой муж?» А зять-то такой молодой, за рулем он, зять, и там же вот эти сенокосные угодья закрывались этими изгородями, и дедушка-то вышел закрывать, а он его забыл. Забыл, утром встали, дедушки нету, мама там кричит: «Где мой муж?» Естественно, зятя будет, он едет за ним, дедушка там, ну, он такой спокойный был. Это сколько прошло-то времени. Один раз просыпаемся от ее тоже крика, где типа каша для свиньи. Они ночью уехали на охоту, мы уже спим, утром проснулись, а там у нее вот на печке обычно вот жаркое для мужчин там оставляем, и рядом там такая же миска, ну, там она что делала для свиней? Кашу какую-то варила. И утром встает, половины этой каши нету, а жаркое-то целенькое стоит. Естественно, это его зять съел и спит. То мужа там оставляет, то кашу свинью съел, то еще что-нибудь. В общем, мы не скучали абсолютно. Она вот как бы со своим зятем вот с утра там начинается у нее утро в деревне. Взаимоотношения зятя Васильева Виссариона Михайловича, ныне заслуженного работника Народного хозяйства Республики Саха-Якутия и почетного металлурга Российской Федерации, со своей тещей были замечательными. И не только потому, что оба пришлись по душе друг другу, но и потому, что и Евдокия Семеновна, и ее дочь Маргарита знали Виссариона с самых малых лет. Мы с ним с детства знакомы были, потому что его родственники жили вот как бы через дорогу. Их там 3 мальчика у них было, и вот 3 мальчика, и мы 3 девочки. Вот. И постоянно вот вместе играли там на улице, вместе там росли. Ну, они тогда маленькие были все. Виссарион у нас считался во дворе как бы самым старшим. Он на 3 года старше был и очень высокий был. После 2-го курса, по-моему, я с Хабаровска прилетела. Он прилетел из Москвы, он в Строгановке там учился. На каникулы приехали, он постоянно приезжал к бабушке с дедушкой. Они жили в Аласабалохе. И тогда через реку теплоходы вот эти были, долго так ехали.
через реку, и мы встретились в речном порту, и уже большие, молодые, красивые, море по колено, как говорят. Встретились, потом туда на берег приехали, тогда же у нас ничего не было, ни машин, там на попутке, и я с чемоданом, он с чемоданом тоже, и мы пошли вдвоем пешком в ту сторону. Постепенно, наверное, вот любовь пришла, видимо, переписывались постоянно. Он из Москвы мне даже там, помню, самолетом отправлял на 8 марта вот тюльпаны в корзине. Ну, достаточно такое романтично так началось. Вскоре молодые поженились, и у них родилась дочь. Так новоиспеченные родители стали познавать новые, доселе неизведанные чувства – отцовства и материнства. Когда ты становишься мамой, естественно, это же все только для ребенка. Это, конечно, непередаваемое чувство. И когда ребенка кормишь, да, такое наслаждение просто, я не знаю, как это передать. Когда внуки появляются, это вообще совсем другое. Это с ума сходишь уже. Сегодня Маргарита Владимировна наслаждается гордым статусом любимой бабули. Именно поэтому она часто вспоминает и свою бабушку Степаниду Даниловну Протопопову. Бабушка немногословная очень была. Она совсем старенькая была бабушка. Она жила с нами, была очень строгая. Ко мне моя бабушка была, конечно, очень доброй, всегда меня вот чему-то учила. Мы с ней там, если ходили гулять там в лес, там постоянно говорила громко не говорить в лесу, фантики от конфет никуда не бросать. Ну вот такая очень чистоплотные они были. В отличие от бабушки, мама Маргариты Владимировны была веселого нрава. Любила общаться, легко заводила друзей и обладала способностью всегда находиться в движении. Она была очень активная, жизнелюбивая, жизнерадостная. Мы с ней хохотали там по полчаса точно. И у нее такой юмор был постоянно. Она очень открытая была. Открытая всему миру даже, можно сказать. Свет такой появляется от нее. Она такая была. Участвовала в художественной самодеятельности, пела. В молодости, вот пока на пенсию не вышла, она постоянно работала. Она успевала, значит, там доить коров, там, накормить свиней, куры там у нее были. Потом у них всякие субботники, там доярок надо там выходные отпустить. И они там ходили в этот совхозный вот этот хатон, хлеб, доили коров в выходные. В общем, работали от и до. Потом она успевала, видимо, ночью, видимо, шила вот эти, и подружкам там шила платья там. Раньше вот праздники, да, всегда наряжались. Без нового платья там не встретишь там 1 мая или там Новый год. Обязательно там они находили там кусок ткани и что-то шили. Мы маленькие были, она постоянно пела. У нее постоянно вот эти песенники были, она там учила вот эти песни. Она, без нее там концерт, ни одного концерта, наверное, не происходило.
Сери толон угркер сүйен арбыт уруккуда торубдун үчүгей девлете сыланитара тою кыра жерейлин саналын сүрәктин сәри түрбөнүгер эгили күттавар керегемми татыгар бучарка көрейдин күндүк олактугар Торам тестең торың табарыстар күндүттен күнді бүтін албанна хармиямадын флотатыгар ағадайды тугар Талару чарканы там тачу көтөгүн тойгун олоға тугар сирия жолугар иен унартын онна эме таларун Эдер чаджамут эйя газы болунар ияға тугар Бутос буты партияға бутос буты жолин бутос буты кайын бутос буты партияға бутос буты жолин бутос буты кайын. Ну, дома она достаточно строго нас воспитывала. Дома у нас матриархат страшный был. И мы с утра все там, как пчелки, работали. Я была немножко такой шаловливой девочкой, конечно. Постоянно с мальчиками там бегала и так далее. Постоянно, я помню, рвала вот эти платья свои. Такая немножко хулиганистая была. Никогда не хвалила нас. У нас вообще вот в семье не было такого, чтобы там хвалить ребенка, там обнимать, целоваться. У нас у якутов, по-моему, ну, немножко такие вот сдержанные. Ага. У нее и времени-то не было, чтобы с нами там сюсюкаться как-то вот. Я так думаю. Единственный раз она, когда уже переехала в город к нам, да, жить, потому что уже они старые были с мужем. И она сказала, как я родила, типа, такую дочь, так сказала. Это, наверное, единственная вот хвала, что ли, от мамы была. Вот. Потом, когда на пенсию вышла, она начала там, просто так не сидела, постоянно она там кому-то что-то шила, там, вплоть до унтов, там, дейбир, вот этот, махалки всякие делала, поделки делала, вот, огородом занималась. Мне кажется, мне передалось характер, огромная стрессоустойчивость, тяга к жизни, любовь к жизни, я считаю. Она была очень сильной женщиной. Очень сильной. Несмотря на то, что как бы она и такая веселая была, такая, но очень сильная. Слабину мама проявила лишь однажды. И то только тогда, когда настало время прощаться и с родными, и с самой жизнью. Ну, перед смертью почти. Она мне сказала, Рита, говорит, я очень боюсь, она сказала. И у меня вот он ком в горле. Я ничего не ответила. Потом, ну, погладила ее там, поцеловала и все. А что я скажу? Конечно, она, наверное, боялась. Она все время говорила, вот бы заснуть и не проснуться. Ну, так и получилось. Мама была вот
центром нашей жизни, наверное, да? Миром нашим была мама. И когда она ушла, мы почувствовали такую опустошенность. Мы даже не знали, как нам дальше. Потому что без нее, без ее советов, без ее юмора, без ее хохота, как-то вот жизнь стала совсем другой. Мы перестали быть детьми. Если бы вот все это вернулось бы, да, конечно, было бы сказано больше слов, больше внимания, больше всего объятий, поцелуев и так далее. Вот. Возможно ли повернуть время вспять и еще 1000 раз признаться в любви самому близкому человеку – маме? Возможно ли повернуть время вспять и еще 1 000 000 раз расцеловать ее в щеку и обнять крепко-крепко? В детстве ребенок об этом не задумывается, а вот став взрослым, человек начинает о многом сожалеть. Он вновь и вновь желает попасть туда, где голубое небо, яркое солнце, зеленая трава, и чтобы рядом непременно была мама, живая, здоровая и светлая, как ангел. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.